ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В гимназии иностранных языков прошел 10-й муниципальный конкурс «Юный исследователь». Его участниками стали ученики начальной школы. Все вполне себе серьезно, как во взрослой научной работе. Цели, задачи, доказательства. Темы, правда, пока не самые высоконаучные. Но не судите строго, этим юным ученым пока еще не больше 10 лет. Поэтому они задумываются, а от чего же лук вызывает слезы, а попкорн стреляет? Или откуда раньше брали краски и есть ли интеллект у хомяка? Авторами последней работы стали братья Филоновы, наблюдавшие за своим домашним любимцем Хомой. Для чистоты эксперимента совместно с папой они даже собрали лабиринт. Как вы видите, хомяк очень быстро изучил лабиринт и отлично в нем ориентировался. Со временем количество ошибок сокращалось, а в конце эксперимента ошибок не было совсем. Мы доказали, что наш хомяк умеет решать проблемы, преодолевать трудности, запоминать и применять полученные знания. В ходе исследовательской работы мы доказали, что наш Хома поддается дрессировке, умеет решать проблемы, а также наличие у него памяти. Итоги исследований: Хома вполне себе интеллектуален. Всего же в конкурсе, который длился 2 дня, презентовали 17 работ. Самыми активными участниками стали второклашки. 8 из представленных исследований принадлежат именно им. Кто же станет победителем, будет известно на следующей неделе. Самые успешные юные ученые получат путевку на республиканский конкурс «Я исследователь, я открываю мир». Для того, чтобы хорошо выступить на нем, у лидеров будет достаточно времени подготовиться. Региональное состязание пройдет в Сыктывкаре почти через год.